Союзники и партнеры. В Кремле прошла встреча Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Главы стран обсудили меры по развитию сотрудничества и ключевые вопросы двусторонних отношений. Хотя общение с прессой не предполагалось, было просто заявление для журналистов, в конце прозвучал вопрос не по теме переговоров. Подробнее Наталья Юрьева. Одной рукой узла не завяжешь. Эта таджикская пословица, пожалуй, достаточно точно описывает отношения двух стран. По словам лидеров России и Таджикистана, по многим принципиальным вопросам позиции Москвы и Душанбе совпадают, что дает ощутимый результат. До официального старта переговоров, как рассказал Владимир Путин, он пообщался с Эмомали Рахмоном тет-а-тет без камер. Этот разговор длился около часа. Основная тема обсуждения – экономическое сотрудничество. Россия – главный торговый партнер Таджикистана, и с каждым годом экономические связи только крепнут. В 2018 товарооборот между двумя странами вырос почти на 25% и составил около $900 миллионов. Результат переговоров – 17 подписанных документов, в том числе соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов из Таджикистана для работы в России. Оно подразумевает собой подготовку необходимых кадров в Таджикистане, исходя из кадровых потребностей нашей страны. Хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойную условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для семей. Также было подписано соглашение о строительстве 5 русских школ в 5 городах Таджикистана. Россия содействует изучению таджиками русского языка. Сегодня подписано соглашение о строительстве в Таджикистане 5 школ с обучением на русском языке по образовательным стандартам Российской Федерации. Эти 5 школ в 5 городах Таджикистана будут работать. Успешно показал себя и пилотный проект командирования российских учителей в школы Таджикистана. Мы сегодня на встрече в ходе переговоров говорили об этом. Мы благодарны нашим друзьям в Таджикистане, что они уделяют этому большое внимание. Все люди, которые там работают, приехали на работу в Таджикистан, чувствуют себя очень комфортно. Многие из них изъявляют желание там остаться, дальше продолжать свою трудовую деятельность. Соответствующими указами президента и постановлениями правительства установлено обязательное изучение русского языка в общеобразовательных учреждениях уже со 2 класса. Во многих дошкольных учреждениях воспитание ведется на русском языке. В 10 вузах функционируют факультеты русской филологии или отделения по специальности русский язык и литература. Еще одна важнейшая тема переговоров – обеспечение безопасности в азиатском регионе, в том числе и в связи с нестабильной обстановкой в соседнем Афганистане. Пребывание на территории Таджикистана 201-й военной базы мы рассматриваем как один из ключевых факторов коллективного обеспечения региональной безопасности. Таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей Содружества. Таджикистан, являясь буфером на пути распространения угроз безопасности, исходящих из этого направления, вносит свой вклад в дело эффективной борьбы с ними. Несмотря на то, что формат встречи не предполагал общения с прессой, из зала прозвучал вопрос на актуальную тему. Извините, что так внезапно, но просто вчера Петр Порошенко заявил, что в июне состоится встреча в нормандском формате. Якобы вы там будете. Вы собираетесь на такую встречу? Мне об этом ничего не известно. С нами это никто не обсуждал. По моем рабочем графике этого нет. В завершении переговоров Эмомали Рахмон пригласил Владимира Путина в Таджикистан с ответным визитом. Наталья Юрьева, Дмитрий Кочурин, Сергей Мухин, Алексей Бахвалов, Ольга Меркулова и Олег Смольков. Первый канал.